Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для Девы. Будем делать прогноз на колоде Таро и на колоде Цыганской. Посмотрим основные события, что самое важное будет происходить для Дев, и основной упор, основная концентрация на что будет. Так. Здесь выпадает пятерка жезлов, на отношения двойка жезлов, работа, финансы, совет. Добавим карт из цыганской колоды для отношений. 3 карты. Для работы 3 карты. Для финансов 2. Итак, у Дев на этой неделе, скорее всего, будет очень много моментов, когда вам нужно будет проявить себя, когда нужно будет показать все свои способности, таланты, на что вы способны. В общем, карта говорит о том, что вам придется сравнивать себя с другими. Либо вам нужно будет учиться работать в коллективе. Допустим, вы привыкли работать в одиночестве, вам так комфортно, а тут могут обстоятельства так сложиться, что нужно как-то учитывать других людей, их мнение, их режим дня и так далее, и так далее. То есть вот карта может быть такая. Кроме того, здесь может быть какая-то ограниченность. Допустим, вы хотите чего-то достичь, осуществить какое-то свое желание, добиться, в общем, добиться продвижения какого-то проекта, договориться в отношениях, а вас все время что-то ограничивает. То есть нужно все время вкладываться. То есть вот по этой карте без усилий мы ничего не можем сделать. То есть все время только работа над собой, над своими профессиональными качествами. Ну, в общем, пятерки – это всегда личностные карты. То есть когда мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни. То есть мы приложили усилия, значит, победа будет. Также карта говорит о том, что если тут как бы специально создаются судьбой для вас ограничения, сложности, и судьба как бы проверяет вас, насколько вы готовы вкладываться, насколько это для вас важная тема, да, вот в какой теме будут сложности, там, значит, у вас проверки на этой неделе. И вот карта говорит о том, что не отступать, а наоборот усиливать вклад в эту тему. И тогда вопрос решится, вы вырастете личностно, вы решите проблему, и у вас может даже какой-то подарок быть от судьбы, вот как награда за то, что вы сделали, да, за то, что вы не отступили и ну, как бы вложились в себя, в собственный рост и победили обстоятельства, да, то есть стали сильнее. Далее отношения, двойка жезлов. Карта говорит о том, что все вопросы будут касаться вас двоих, но, скорее всего, вот то, как вы общались раньше, оно становится неприемлемым уже. Карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то новые планы, начинания, и вы можете обсуждать это вот на неделе. Кроме того, здесь также карта скорости, да, вот это у нас карта скорости, когда мы вот эти планы свои должны начинать уже осуществлять. То есть нельзя вот просто мечтать, нельзя просто там договариваться. Нужно делать обязательно. Нужно взять на себя ответственность, либо разделить ответственность, разделить обязанности между партнерами. В общем, скорее всего, здесь уже ваши новые планы должны осуществляться. То есть планы могут касаться чего угодно. Деятельности, приобретения жилья. Может быть, вы хотите куда-то переехать. В общем, любые абсолютно планы, которые касаются вас двоих, должны быть, должны обсуждаться. Кроме того, может у одного из партнеров быть какие-то цели и задачи, да, а второй партнер, допустим, не соглашается. Да, нужно договориться и нужно начать действовать. Нужно сделать так, чтобы оба партнера были довольны. Да, то есть нужно найти
компромисс, нужно обязательно договориться, чтобы все интересы были учтены и так далее. То есть двойки — это всегда у нас карты таких вот выбора, во-первых, да, разногласий может быть, но в то же время и возможности действовать сообща. То есть если вы договоритесь, то вот эти все ваши планы и цели, они намного быстрее будут осуществляться, потому что вы будете усиливать друг друга. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вам нужно как бы никого не искать. Вам нужно быть собой, вам нужно радоваться жизни. И если человек ну, как бы какой-то к вам притянется, да, ну, не строить как-то сразу каких-то планов на будущее, да, нужно получше узнать человека. Во-первых, этот человек может оказаться безответственным довольно-таки, да, может быть, он просто привык жить легко и как бы использовать любые возможности для того, чтобы ему было приятно, да, то есть вы можете, он может показать себя с одной стороны, а окажется, что он совершенно другой человек и не настроен на серьезные отношения, поэтому не нужно давать себя обманывать, нужно обязательно быть, ну, как-то мудрее, что ли, и не спешить развивать отношения. Может быть, нужно дать время, чтобы лучше узнать друг друга, дать себе время. Теперь те, кто в паре. Здесь карта говорит о том, что могут быть какие-то новости. То есть, по сути, у нас вот здесь две карты обновления, да. Здесь вы уже должны начинать что-то делать, но, видимо, у вас не хватает информации, и вы ждете чего-то, ждете одобрения какого-то, может быть, от банков, или, может быть, ждете помощи со стороны других людей, либо, может быть, нужна какая-то вот информация, возможно, даже бумажная информация, да, которая бы вам позволила начать действовать. И вот карта говорит о том, что вот все вот эти необходимые бумаги, разрешения, люди нужные, все приходит, да, и вы можете начать этот вопрос решать. То есть нужно воспользоваться ситуацией и не тормозить. То есть если хотите какие-то вещи важные решить, решайте. То есть, может быть, вы что-то даже узнаете нового друг от друга, да, увидите друг друга с новой стороны, то есть вас может это порадовать. В общем, вот девиз для дев, тех, которые в паре, новое, да, новое нужно принимать в свою жизнь и сразу же нужно действовать. Нельзя ни в коем случае откладывать в долгий ящик, если хотите, чтобы была удача у вас вот в делах. Кроме того, если здесь у вас никаких проектов и планов, а вы просто как бы в отношениях хотите что-то новое достичь, да, допустим, у вас раньше были там ссоры, непонимания, а вы сейчас хотите, чтобы у вас все было тихо и мирно, да, тоже нужно договориться, чтобы все стороны были довольны и уже начать действовать, то есть применять вот те правила, которые вы установили в отношениях друг с другом. А для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что нужно договариваться, нужно звонить, нужно писать, может даже встречаться, да, и разговаривать по душам, но говорить так, чтобы каждый услышал другого. То есть очень мудрый должен быть подход, а не только когда мы считаем правыми себя. То есть если мы настроены на то, чтобы выслушать партнера, и он готов выслушать нас, то вот замечательное время для того, чтобы помириться. Если же еще пока нет, то можно пока вот как бы созваниваться, да, или списываться, может быть, там назначать встречу и пробовать. То есть если партнер готов вас слышать, то тогда продолжать. Если не готов, то лучше перенести тогда на другое время. Работа. В работе замечательное время для дев. То есть можно заработать хорошие деньги, можно какого-то положения достичь в карьере, да, может быть, даже продвижение у кого-то будет, повышение. В общем, карта очень благоприятная, это максимально благоприятная карта для работы и для денег. Для тех, кто ищет работу, карта говорит о том, что можно воспользоваться помощью близких людей, друзей, знакомых, либо попробовать найти работу на дому или удаленную. Вот, ну, удаленную, да, на дому, я, в принципе, то же самое сказала. Я имею в виду, что, может быть, своим делом каким-то заняться на дому, да, какие-то свое хобби, может быть, есть, и попробовать этим заниматься, зарабатывать. Либо можно найти работу, которая вот рядом с домом. Но воспользоваться нужно обязательно
помощью людей вышестоящих, либо старших по возрасту, либо людей влиятельных. То есть это вот непременное условие. Для тех, кто работает, выпадает дополнительная двойка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, ваше вот это благополучие, продвижение в карьере и вообще любые успехи в карьере зависят от какого-то другого человека, который пока что к вам присматривается, который, может быть, критически к вам настроен, либо просто не спешит вам доверять, да? То есть нужно показать себя как человека стабильного, как человека способного, способного справиться с каким-то делом, задачей, должностью и так далее. То есть тут самое главное, чтобы у вас было взаимопонимание с этим человеком, который влияет на ситуацию. И если у вас общий интерес будет, то тогда вот самое лучшее, что только может быть в карьере, да, и в деньгах тут у вас может появиться. Если же вы не договоритесь, то наоборот можете перекрыть себе всякое продвижение вот именно в данной области, в данной организации. То есть самое важное для вас договориться с вышестоящими, да, или правильное впечатление произвести, либо показать, что вы справитесь. В общем, ну здесь вот смотрите, что для вас больше подходит. Но в любом случае вы должны думать о сотрудничестве. Даже если вы считаете, что, допустим, тот человек не прав, а вы правы, да, об этом совершенно не нужно говорить вслух. Придержать это мнение и постараться найти все-таки общие точки соприкосновения для того, чтобы решить вопрос. Для тех, кто занят своим делом, восьмерка червовая говорит о том, что, скорее всего, то, что вы делаете сейчас, принесет плоды, ну, где-то недели через 2, через месяц, вот так, да, то есть, может быть, вы это сейчас начинаете, и для вас, ну, как бы вам хочется как можно большего результата, быстрейшего результата, но здесь вот результат может частичный быть, а основной он может через какое-то время проявиться. Либо то, что вы делаете сейчас, вот как бы в полной мере вы осознаете, какой это результат дало только через время. А также карта говорит о том, что вы, скорее всего, будете озабочены тем, как вам какие-то важные вопросы вот в вашей теме раскрыть. Скорее всего, у вас либо что-то скрыто от вас, какая-то информация, нет доступа, да, либо кто-то сознательно вас обманывает, вводит в заблуждение. То есть здесь, конечно, нужно быть очень внимательными. Вполне возможно, что здесь ситуация какого-то обмана, сокрытия информации, она касается денег, она касается каких-то, вот знаете, основополагающих вещей в вашем бизнесе. Может быть, это какой-то партнер, либо человек, который занимает, ну, довольно-таки высокое место в вашей компании, либо высокую должность, либо пользуется вашим доверием, да, вот нужно здесь все проверить. Что-то здесь не так, что-то здесь нечисто, и ну, есть какая-то муть. Кроме того, здесь еще могут быть вопросы, связанные, ну, может быть, с отдыхом, да. То есть, если вы действительно нуждаетесь в том, чтобы отдохнуть от дел, то есть вы, может быть, уже много чего достигли, может быть, нужно просто там поехать к родителям, да, или поехать на родину. В общем, как-то, либо просто побыть дома, отдохнуть. То есть нужно обязательно как-то восстановить силы. Для финансов. Здесь выпадает старший аркан влюбленные. Карта говорит о том, что, скорее всего, вам в финансах придется с чем-то мириться. Может быть, это совсем не тот доход, который бы вы хотели. И вот пока что вы, может быть, не можете это изменить и как-то переживаете по этому поводу. Может быть, вам не хватает денег на то, чтобы там обеспечивать семью, обеспечивать в полной мере своего партнера, да. Может быть, вам не хватает просто возможности себя реализовать. Может быть, вы хотите, допустим, чтобы ваш доход как минимум в 2 раза был больше, но пока что это не получается, и вас это может расстраивать. То есть вот карта все-таки говорит, что у вас есть возможность что-то дополнительное начать. Вот, либо здесь обучение, да, тут повышение профессионализма, какие-то новые абсолютно связи. Может быть, нужно делать выбор между одной работой и другой. В общем, здесь серьезная такая позиция карты, когда мы действительно должны прислушиваться к себе.
Вот мы, может быть, зациклились на чем-то одном или боимся уходить на другое место, да, боимся как-то себя реализовать так, как нам нравится, и согласны на то, что нам не подходит, да, и вот пришло время все-таки сказать себе правду и решить, что я действительно сейчас имею и что я могу иметь, если приложу какие-то усилия, старания для этого. В общем, карта связана с коммуникациями, с обучением базовым, да, когда, может быть, нам нужно действительно какие-то просто элементарные навыки иметь, чтобы уже второй какой-то доход у нас открылся. Ну, в любом случае, надо расширять горизонты. В общем, возможно, та зарплата, которая у вас раньше была, вам подходила, вас устраивала, но сейчас уже нет, нужно расти. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что, скорее всего, вы можете принять решение и закрыть один источник доходов и открыть другой. Либо, может быть, вы захотите... Может быть, у вас было уже два источника дохода, и один не приносит прибыли. Вы захотите его как бы прикрыть, закрыть, потому что он забирает больше, чем дает. Кроме того, карта может еще говорить о каких-то неожиданных ситуациях с деньгами, когда вы будете стоять перед выбором, как вам поступить. И вот карта рекомендует прислушаться все-таки к здравому смыслу, и следить за событиями, которые дает жизнь. То есть жизнь дает подсказку вам здесь, как поступить. Будут либо люди появляться нужные, либо какая-то информация будет приходить, документы или еще что-то, которые должны вас подтолкнуть к правильному выводу, к правильной мысли. Как совет выпадает шестерка мечей для дев, карта перемен. Вот эта карта, она как бы очень много трактовок имеет. И если вот мы посмотрим на все карты, которые у нас здесь есть, у нас здесь карты жезловые, у нас здесь карты, связанные с деньгами и с выбором, да. То есть вот шестерка мечей как раз говорит о том, что вам действительно вы готовы менять что-то. И эта неделя как раз для того, чтобы это начинать уже. А также шестерка мечей – это у нас астрологический Меркурий в весах. Меркурий – это движение, Меркурий – это коммуникации, это передвижение, это заключение договоров. В общем, Меркурий – это все, что связано с информацией, которая нас ведет к цели. Эта карта связана с коммерцией также. И вот если мы будем стараться все делать по справедливости. Если мы не будем никого обманывать, будем учитывать интересы всех. Если мы будем договариваться с людьми, как бы, чтобы им тоже было выгодно с нами работать. Если мы будем все делать по закону, и если мы будем брать на себя ответственность, вот карта говорит о том, что тогда все будет хорошо. Тогда вот эти все перемены, которые мы начнем на этой неделе, они все будут благотворны. То есть, по сути, мы должны все делать по справедливости. По справедливости и брать на себя ответственность. Вот. Не только на себя, но ответственность вообще должна быть распределена поровну. Ну, допустим, вы заключаете какое-то соглашение, выгодное для другого человека, но менее выгодное для вас. Это тоже не подходит, то есть такой вариант не подходит. Нужно, чтобы выигрывали обе стороны в равной степени, да, то есть чтобы было вот всем удобно и всем хорошо. Вот тогда это будет очень удачно и правильно. Но в любом случае вот нужно какой-то переход делать. Это может быть любая перемена и в отношениях, и в работе. Это может быть новое направление в финансах. Это может быть просто поездка на отдых. Да? Но надо сделать так, чтобы никто при этом как бы не пострадал ни в какой степени. Да? Друзья, желаю вам прекрасной недели. Всего вам доброго. До новых встреч.